Здравствуйте все! Добро пожаловать на канал Магия Песка. Дорогие мои зрители, с вами, как всегда, ваша Ольга. Всех вас сердечно благодарю за то, что вы зашли на мой канал, смотрите мое видео, за вашу невероятную теплую поддержку комментариями и лайками, за вашу помощь, мои хорошие. Земной вам поклон. Сегодня будет отсыпочка на волшебное новолуние. У нас первое новолуние весны, и оно у нас в рыбах. И это просто чудесно. Ведь рыбы — это про эмоции, это про любовь, это про здоровье, это про деньги. И, конечно же, про исполнение мечты, исполнение желания. Прежде чем мы начнем, я хочу дать вам одну очень классную и действенную технику. Да, перед началом, если вам не интересно будет смотреть мою отсыпку, вы просто выключитесь и все, и думать об этом не будете. Но обрядик этот, пожалуйста, сделайте. Вам сегодня понадобятся две одинаковые вот такие вот серебристые монеточки. Эти монеточки вы должны положить на окошко и проговорить трижды на эти монеточки. Молодой месяц, иди на полный месяц, а мне на здоровье. Молодой месяц, иди на полный месяц, а мне на здоровье. Молодой месяц, иди на полный месяц, а мне на здоровье. И пусть эти монеточки лежат целую ночь. На утро одну монеточку вы положите к себе в кошелечек. Если не носите кошелек, то в карман, да, но так, чтобы вы постоянно весь лунный месяц с собой эту монетку носили. А вторую монеточку вы возьмете и положите под коврик, да, у входной двери. И пусть весь месяц эта монеточка там лежит. Смотрите, новолуние волшебное. Оно и весеннее, и в рыбах. Точно принесет вам денежку. Делайте, мои хорошие, и пусть денежка прибудет, и пусть ваше финансовое положение значительно улучшится. Конечно, не ждите там чудес миллионов, миллиардов, триллионов. Их не будет, но денежка с вами будет целый месяц. И здоровье у вас будет крепенькое. И мечты ваши будут исполняться. И удачка с вами да пребудет. Пробуйте, делайте, поверьте, не пожалеете. Так, и еще важный совет. В день новолуния, да, сегодня старайтесь ни с кем не ссориться и не начинайте ничего нового. Вот прям именно в день новолуния. И уж тем более, упаси вас Господь, делать какие-то чистки в новолуние. Особенно в первый день. Это катастрофа. Вот честно вам говорю. Даже и не думайте об этом. Да? Ладно, не буду вас пугать. Я думаю, что кто с головой дружит, тот и сам все понимает. Да? Почему нельзя. Ну что ж, мои хорошие, давайте теперь посмотрим, что ждет вас в этот лунный месяц. Что молодой месяц, что молодая луна в рыбах вам готовит. Какие сюрпризы, какие удовольствия, какие возможности. Сейчас мы все узнаем, сейчас мы все просмотрим. Загадайте, пожалуйста, на себя. Так и спросите, а чего же мне ждать от новолуния в рыбах? Каким будет для меня этот лунный месяц? Чему удивлюсь, чему порадуюсь, что получу? Давайте смотреть. Я прошу высшие силы дать мне возможность ответить на все ваши вопросы и послать для вас только самую важную, нужную и полезную информацию. Ну, серьезный заход в отсыпочке. У вас тут цветы цветут, и вы в центре вышли. О, ну, давайте разбираться. Смотрите, здесь у вас огромный какой-то узел, комок проблем, узел проблем. Что-то прям совсем там накопилось, накрутилось, просто нереальных размеров достигло. Кстати, у кого-то еще могут быть серьезные проблемы со здоровьем. Тоже, знаете, как такой узел образовался, да, больное место. Смотрите, именно в этот лунный месяц вы распутаете все свои проблемы.
ну, может быть, не прям все тотально, но большинство-то точно распутаете. С чем-то разберетесь, наведете порядок, поправите свое здоровье, улучшите свое душевное состояние. И, конечно же, проработаете финансовые токи. Это 100%. Этот узел огромный, он уменьшится до каких-то микроскопических размеров, а у кого-то вообще исчезнет. Ну, вы все разные, понятно, что у каждого отыграется по-своему. Но все равно это замечательно. У вас идет, смотрите, ток силы, приток силы. Очень мощная энергетика входит в вашу жизнь. Скажу честно, у кого-то войдет сама по себе, а у кого-то войдет с появлением нового человека, который выступит таким вот катализатором очень классной энергетики, да, который будет очень щедро делиться с вами, либо заряжать вас своей энергетикой. И так может отыграться. Но в любом случае это здорово. Я за вас очень рада. Я вижу, что здесь очень положительные изменения намечаются. Особенно положительно будет меняться финансовая сфера. Кстати, я ведь не просто так выбрала зеленый песок. Во-первых, у нас год зеленого дракона, да, деревянного зеленого дракона. Во-вторых, весна, цвет зелени. И, конечно же, мои хорошие, это же деньги, да, денежный цвет. Пусть все играет для вас и вам на руку. Да будет так и никак иначе, мои хорошие. Ну что ж, давайте пойдем дальше. Смотрите, вот он, это человечек, который появляется в вашей жизни. Ой, какой он классный. Это мужчина, да, мужская энергетика идет. Он такой живчик, он такой активный, такой, знаете, пробивной, деловой, такая деловая колбаса к вам идет. Очень здоровский, у него улыбка до ушей, у него глаза смеются. И вот прям из него брызгает этот позитив. Понимаете, вот такое фонтанирующее состояние, очень классной позитивной энергетикой. Человек успешный, человек достойный и человек, который не жадный ни на средства, ни на помощь, ни на внимание, ни на энергетику. Ну вот как вы, понимаете, добрая душа. Вот две добрые души, они встретятся. У кого-то идет ситуация, что вы с этим человеком уже знакомы, и этот человек просто возвращается в вашу жизнь. У других отыграется, что совершенно новый человек, да, только лишь предстоит познакомиться. Сразу хочу предупредить. У кого-то с этим человеком тут амур или амуры, да, то есть любовная тематика пройдет, а у кого-то идет дружба, сотрудничество, может быть, коллегами вы с этим человеком будете, может быть, соседями, может быть, просто вот по какому-то вопросу будете общаться. Но этот человек идет в вашу жизнь не просто там на месяц лунный, да, пришел и ушел, а для того, чтобы в жизни вашей укорениться, остаться, и чтобы с вами обрасти очень такими конкретными связями. Вот так вот, девочки. Войдет однажды, останется навсегда. Причем вот как войдет, так и останется. Входит как друг, останется навсегда другом. Войдет как любовь, да, симпатия, вот так и останется. С вами рядышком ваша любовь, ваша симпатия. Вот так. Обращайте внимание, классный человек. На лицо очень мордашка симпатичная. И вот внутренняя красота, вот эта внутренняя энергетика. Он такой сладенький на энергетику. Ой, ну просто ужас. Ух. Знаете, мурашечки такие вот по телу бегут, да, щекочут. Ой, будет смешить вас, почем зря. Будете постоянно смеяться. У вас даже челюсть начнет болеть от того, что он такой смешной, он такой забавный. Возможно, вы за один день рядом с этим человеком будете смеяться больше, чем за год. Да, вот такой классный идет. Он вас, смотрите, будет приобщать к чему-то. Вы вот в парочке куда-то ходите. Ну, если это любовь, да, то там бары, кафе, рестораны, дискотеки, да, либо сейчас у нас нет дискотек, эти как клубы, да, будет у вас тут променадить. А если мы говорим о дружбе, о деловых каких-то, ну, скажем так, встречах, знакомствах, то познакомит вас огромным количеством очень нужных и очень важных людей. Ну, не человек, а красота, понимаете, красота идет в вашу жизнь. Ну, как говорится, встречайте. Встречайте, не пожалеете. С левой стороны у вас какое-то чудовище, которое, вот знаете, как этот надувной этот шарик, да, сдувается, потихонечку сдувается, все хереет и хереет.
Но это, скорее всего, какой-то человек, либо влияние какого-то человека на вашу жизнь. Человек явно недобрый, и влияние явно недоброе. Смотрите, вы все разные. У кого-то отыграется, что на вас что-то делали, да, причем делали постоянно, регулярно, с очень конкретной целью. Ну, давайте так помягче, навредить, да, хотя я вижу, что здесь цели были гораздо посерьезнее. Но кто понял, тот понял. Не хочу просто акцентировать на этом. Я лучше это все вообще еще и закрою. Проведу обряд и закрою. Кстати, кто чувствует, что на вас прям делают и делают конкретно, пишите свои имена, просто имя и дату рождения. Я вас включу в обряд, которым я буду закрывать этот рисунок на избавление. И также, возможно, человек, ну, скажем так, давил на вас. Давил, изничтожал, принижал, унижал. Да, вот чисто психологически, да, вы подвергались очень сильному давлению. В любом случае, теряет свою силу, сдувается, как воздушный шарик. Будет становиться просто на глазах все меньше, меньше, так скукоживаться начнет. И вы прям почувствуете, что вам легко, что вам хорошо, что вот свободой запахло в воздухе, да? Как вы ходите, вырываетесь из цепких лап этого человека, либо вырываетесь из этого тумана, такого густого, вонючего тумана, в котором вы находились из-за того, что на вас, ну, воздействовали. В любом случае, до конца лунного месяца сдуется, скукожится и превратится просто вот в какашку, которую вы от себя так отбутснете ногой, и все. Избавитесь, 100% избавитесь. Так, здесь красивенькая уточка плывет потихонечку, плывет, пытается из какого-то болотца выплысти, да, в большую воду попасть. Ну, по уточке это всегда денежка. Денежка, заработки, финансовые возможности. Не спорю, вижу. И видела ранее в отсыпках, что вы действительно в каком-то финансовом болотце барахтаетесь. Да, вроде как и пытаетесь, и стараетесь, но денежек как не было, так и нет. Да? А тяжело без денежек жить. Некомфортно, не весело и не интересно. Вот смотрите, вы, как эта маленькая уточка, свою-то дорожечку найдете. По такому маленькому ручеечку выплываете в большую воду. А в большой воде, смотрите, какие тут шикарные у нас звери. И рыбки плавают, и треска вкусная, сочная, да, и всякие тут эти раки, крабы, что тут, и лягушки даже есть. Ничего, выплывете, выплывете. Вот как раз ближе к концу лунного месяца вы в эту чистую воду и выплывете, да. Кстати, благодаря вот этому новому человеку, который у вас появится. Подскажет, подтолкнет, да, вытянет. Все это человек вам сделает и поможет. Замечательно. Но здесь перемены, которые я видела ранее в вашей жизни. Вот время и наступило, им исполнится 100%. Так, еще шаг влево вы делаете. Шаг влево, но к чему-то прекрасному. Это решительный шаг. Это шаг, которого вы долго боялись, либо долго его откладывали. Знаете, как будто бы к своей мечте ближе становитесь. Начинаете делать какие-то шаги для привлечения своей мечты. Как преобразовываете, да, свою мечту из воздуха. Но вы молодец. Знаете, кто-то смеяться над вами будет и тыкать пальцами и крутить у виска. Ну, типа, с собой. Не в ладах, да, с головой не дружит, да что ж ты делаешь, да это глупо, да ты такая, да ты сякая. А вы никого не станете слушать, вы к своей мечте пойдете, да, по крайней мере, сделаете этот решительный шаг и не прогадаете, и не прогадаете. Назло вот этим вот шутникам, этим критикующим персонажам, вы к своей мечте очень-очень приблизитесь, а кто-то даже схватится за нее, да, и к себе потащит. Замечательно. Так, еще с левой стороны какой-то возвращенец. Возвращенец, хочет сказать извращенец. Может и извращенец. Вам виднее. Человек, который идет в вашу жизнь, даже не просто идет, он с кем-то идет, его кто-то как поддерживает. Хромой, больной,
косой, побитый. Человек, который очень сильно истоскался. Прям живого места нет. Идет не один, идет с кем-то. Попрошайничать будет. Попрошайничать. Вот это, кстати, да. Неприятно. Это неприятно. И смотрите, вы так прям параллель проведете. Как только в моей жизни что-то улучшается, да, сразу вот этот персонаж и появляется. А я вам скажу, почему появляется. Потому что это вампирище. Вампирище дикое. Знаете, чудище безобразное. Этот человек, он паразит. Паразитом был, паразитом есть и паразитом останется. Прям, знаете, как чуйка у него. Когда у вас в жизни что-то хорошее начинается, он сразу ползет, чтобы все испортить. Девочки, я вас прошу, не допускайте фатальную ошибку. Будьте стойкой, будьте холодной и не дайте этому человеку у вас чем-то разжиться. Если этот человек у вас что-то возьмет, даже что-то незначительное, знаете, даже дырку от бублика, если он у вас возьмет, ну вы ему разрешите взять, то считайте, что опять он вам все попортит. Тут у него энергетика такая, понимаете, все портить. Не пускайте, не встречайтесь, не пускайте, не общайтесь и вообще. И игнорируйте, и избегайте этого человека. Такое, знаете, предупреждение вам идет. Так, кстати, по поводу предупреждений. Здесь вот огонь мне показывает. Огонь как источник повышенной опасности. Огонь. Ну, давайте так, я это, конечно, закрою, но будьте внимательны с открытым огнем. Будь то газовая печка, будь то зажигалка, будь то костер, будь то камин, будь то спичка зажженная, да, вот свечка тоже будьте поаккуратнее. Вот там, где есть настоящий живой огонь, вот прям принимайте самые строгие меры. И если у вас есть дети, вот просто все спички, все зажигалки, не знаю, в сейф, под контроль, не знаю, с собой носите в конце концов, чтобы у детей не было доступа к огню. Вот. Береженого Бог бережет. Я, конечно, это закрою, но вас я тоже предупредила. Так, и по поводу здоровья. Высокий риск всяких ОРЗ, ОРВИ, отеки, ушко болит, сопли текут. Да, вот такие вот моменты простудные. Почему? Потому что форсите, потому что не по погоде одеваетесь. Понятно, что солнышко немножко пригрело, а вы такая, я красивая, я разделась, я в весеннем. А оно раз и подморозило, либо там дождь холодный прошел. Не надо этого. И детей тоже потеплее одевайте. Может быть, какую-то непромокающую одежду, либо переодевалку с собой давайте, да, чтобы ребенок мог переодеться. Кстати, это хорошая идея для вас, да, вот что-то, чтобы можно переодеться. Вдруг там мокрое, вдруг там не по сезону, да, чтобы там пододеть, например, не только переодеться, но и пододеть. Это важно, берегите. Может быть, витаминочки какие-то пропить, да, там витамин D, витамин С. Не, ну, конечно, сами себе не назначайте, сходите лучше к терапевту, проконсультируйтесь. Но вот повысить иммунитет надо. И, конечно же, не форсить. Здоровье свое, пожалуйста, берегите. Так, еще я у вас вижу какой-то вечер. Вечер. Это праздник. Это праздник, либо это какие-то званые мероприятия. Может быть, у кого-то день рождения, может быть, крестины, может быть, даже свадьба, юбилей. Куда-то вы пойдете. Пойдете, пожалуйста, сделайте себе защиту, когда вы туда пойдете. Во-первых, в карманы насыпьте соли, желательно четверговой. Если у вас ее нет, то просто самую обычную соль, но из новой коробочки. Не из той коробочки, которой вы еду себе солите, подсаливаете, а вот прям специальная такая, да, вы покупаете специальную новую коробочку соли, либо баночку соли, смотря как она у вас продается, и вот именно из нее берите. В кармашке себе поподсыпайте, в обувь можете чуть-чуть сыпануть. Обязательно в сумку посыпьте себе солью. И если есть у вас защитный амулет, оберег, тоже с собой берите. Булавочку обязательно на себя нацепите. С тыльной стороны одежды, да, головочкой вверх. Смотрите, вот здесь большой очень риск, что вас там могут поглазить. Там женщина очень неприятная будет. У нее глаз очень тяжелый и червивый.
Может быть, она сама этого не знает, да, может быть, она и не желает никого глазить. Но вот такой ее создала природа. Либо наследственность дурная, может, у нее бабка ведьма была. Вот, может вас очень поглазить, и у вас прям и травма может случиться, не дай бог, и наряд испортится. И от этого сглаза могут быть всякие неприятные явления, последствия. Ну, береженого Бог бережет, я вам совет дала. Да, на мероприятия в лунный месяц надевайте защиту, да, надо защищаться. Надевайте магические доспехи, либо молитвенный щит берите с собой. Да, не надо, вот, не надо рисковать, вы очень будете красивы, очень будете милы. И эта женщина, она по-любому на вас посмотрит, понимаете, посмотрит. Хоть в спину, хоть в лицо, но посмотрит. И я вижу, что это прям нехороший момент, нехороший. Себя надо защищать. Мои хорошие, на работе здесь лилия кому-то идет. Ну, лилия — это повышение, это прогресс, это рост. Кстати, повышение зарплаты может отыграться, да. И также на работе, возможно, какие-то новые начинания, новые проекты, за что-то новое будете браться. Но кто-то действительно вот прям психанет и начнет заниматься своим бизнесом и не прогадает. Не ждите каких-то прям вау результатов на следующий день, наберитесь терпения, да, делайте все поэтапно, постепенно. Не ищите быстрых вот таких успехов. Они все как быстро начинаются, так и быстро прогорают. Ваш успех, он в долгую идет. Сначала вы к нему идете, а потом он с вами по дороге жизни идет, да, в этом бизнес-процессе идет. Поэтому, мои хорошие, всему, вернее, свое время. Все у вас будет замечательно. Так, на этом у меня все. Спасибо за внимание. Всем пока-пока.